К 55-летию якутского телевидения, которое республика отметит в этом году, в Якутске появилась еще одна достопримечательность. Якутская телевизионная башня стала ярким акцентом центра города и теперь видна практически с любой окраины северной столицы. Торжественный запуск архитектурно-художественной подсветки состоялся у памятника Дежневу и Абакаяды. В честь этого события горожане устроили флешмоб. Все присутствующие устроили прямую трансляцию запуска у себя в социальных сетях. Отчет вел глава Якутска Айсен Николаев и главный инженер филиала ГУП РТРС Юрий Горчаков. Дорогие друзья, сегодня замечательный вечер в нашем городе. Об этом, наверное, мечтали многие поколения жителей нашего города. С 1982 года, как телевышка города Якутска появилась, конечно же, хотелось, чтобы она была световая. Мы последние годы очень много над этим работали, ставили много раз этот вопрос. Вопрос очень дорогостоящий, серьезный. И я от всего души, от имени всех горожан благодарю наше федеральное гуманитарное предприятие РТРС, российские телевизионные радиовещательные системы. Я всех поздравляю с сегодняшним замечательным днем. Уверен, что новая преображенная телевышка станет одним из символов нашего города, который идет вперед, идет с новыми технологиями, прорывными технологиями, развивается, потому что есть такие люди, есть такие компании. В общем, я очень рад. Всех с праздником! Финансирование и реализацию проекта осуществили ГУП РТРС. Сотрудникам приходилось работать в условиях самых низких температур и сжатых сроков. Глава Якутска Айсен Николаев от лица всех жителей поблагодарил руководство РТРС за прекрасный подарок городу Якутску. Для подсветки используются 134 прожектора и порядка 70 светодиодных труб. Башня разбита на 7 зон, каждая из которых управляется компьютером. Современные технологии позволяют выбирать любые композиции для освещения башни. Прожекторы имеют 3 цвета – красный, зеленый и синий. Именно это и позволяет менять цвет освещения башни.